якутские морозы – это не наше проклятие, это наша гордость, это то, благодаря чему люди со всего мира будут приезжать к нам в гости. У вас есть самое основное – мороз. Это бренд. Мы 10 лет не видели снега. Китайцы сезон открыли. Минус 30, 40, 50. Иногда прилетают туристы, которых мы спасаем. Каждый год поступает несколько тысяч заявок. Вот снимать про Якутск, будет очень много просмотров. У вас количество зимних дорог самое большое в мире. Зимняя подледная рыбалка мунха – это традиционный вид заготовки рыбы у якутов. Ну, вкусно. Чтобы полюбить Якутию, надо приехать в нее летом, а чтобы понять, приехать зимой. Есть мнение, что у нас в Якутии зимой заняться нечем. Здесь у нас царство вечной мерзлоты. Зимой у нас здесь в большинстве районов температура минус 40, во многих за минус 60. И казалось бы, какая здесь жизнь. Но мы-то сами знаем, что жизнь здесь кипит, жизнь бурлит. Сегодня мои гости – известные российские блогеры, которые как раз поделятся с вами тем, чем можно заняться у нас в Якутии зимой. Виталий Ичин и Елизавета Грачева, создатели и ведущие travel-блога «Своим ходом». Путешествуют уже 8 лет, на их счету более 60 стран. В своем видеоблоге они делятся секретами бюджетных путешествий и рассказывают, как отдых стал их работой. В Якутске впервые. Лиза, Виталий, добрый день. Здравствуйте. Я знаю, что вы приехали к нам в Якутск первый раз для съемок своего блога «Своим ходом». Что удалось увидеть в Якутске за эти дни? Мы уже посмотрели сам город, ездили в царство вечной мерзлоты, ездили на рынок. Вот рынок очень понравился, потому что это было для нас настолько необычно, что рыба стоит прямо там, и никаких холодильников, прям морозится на улице. Еще ездили в Чучур-Муран. Мы на рыбалке были. Точно, на рыбалке, конечно, я вас там видел. Точно, я думаю, Да. куда же еще? Ну, вот когда летели в Якутию, в первый раз, что вы о Якутии знали? На самом деле мы ничего не знали. Я думал, что это необъятные поля, засыпанные снегом. Стоят юрты, и люди передвигаются на оленях, на санях. Вот у меня такое было понимание. А приехали сюда, это такой цивильный, развитый На город. самом деле мы сейчас как остров живем здесь. Только самолет может. И инфраструктура достаточно развита, городской транспорт. То есть нас это очень сильно удивило. У многих есть такое, стереотипы. Вы удивитесь, но большинство жителей Якутска оленей, вот, может, в зоопарке видела так, а вот так вживую практически и нет. Как вам кажется, когда вот блогеры, например, рекламируют территорию, это вообще сподвигает людей потом поехать именно туда, вот где, например, были Лиза и Виталий? Ну, нам вообще кажется, что это отличный способ раскрутки какого-то региона или места, приглашать именно блогеров. Например, на Сахалине есть маяк Анива, о нем вообще никто не знал. И после того, как туда начали приезжать блогеры, место настолько раскрутилось, теперь туда делают туры. И туры, причем такие дорогие, потому что туда сложно добраться. Например, Киргизия. Они сделали такие картинки, то, что, например, место в Киргизии — озеро, и в Канаде озеро. Одинаково. Не знаю, видели такое или нет. И такие горы в Киргизии, а это в Австралии. И таким образом вот очень много репостов было в соцсетях. Тоже такой способ раскрутки. Но у нас, кстати, есть озеро Лабенкыр. Это в Оймяконе, где самое холодное место мира. В это озеро очень похоже по своему строению на озеро Лох-Несс. Вот. Так, и более того, там живет такое же чудовище, как Лох-Несское. Вот, я лично сам его не видел, но я знаю людей, которые точно его видели. Но здесь, кстати, в Якутии вот классный такой тренд есть, когда фоткаются в шапках меховых, с замерзшими глазами, либо когда из термоса вот воду выливают, тоже это целый челлендж, он тоже по Инстаграму ходит, мы тоже хотим снять, когда горячую воду вот так сейчас тепло, но, наверное, уже сейчас почти можно. Вот 50 точно это срабатывает, это я могу точно сказать. Ну, мы попробуем снять, да. А вот, слушайте, вот когда вы выбираете регионы, куда вам поехать, вы
из чего исходите? Когда мы только начинали свой блог создавать, мы, соответственно, ориентировались на то направление, куда больше всего людей поедут. То есть мы заходили в интернет и смотрели, что пользуется большей популярностью. Кстати говоря, можно проверить, насколько популярна сейчас Якутия. То есть есть сайт WordStat, я там обычно забиваю, например, остров Пхукет, да, и смотрю, сколько запросов в месяц. То есть если запросов больше 500 тысяч, соответственно, туда можно ехать, и там по-любому будут просмотры, и блог будет развиваться. А давайте посмотрим, сколько сейчас набирает у нас Якутия. Значит, Якутия 664 тысячи запросов в месяц. Ничего себе. То есть это уже больше полумиллиона, значит, можно 100% сюда ехать. Это вообще отлично. Вот снимать про Якутск, будет очень много просмотров. Ну, для Так что, сравнения, ну, сколько, например, вот Пхукет запросов или Таиланд? Вот самое популярное кстати говоря, место. Якутия 500, а Якутск 979 тысяч. Если сравнивать с тем же Таиландом, Таиланд сейчас 718 тысяч, то есть даже меньше. Ничего себе. Но это касается именно просмотров на Ютубе. Это не значит, что люди все сюда поедут. Но смотреть точно это будет, 100%. Слушай, это вообще очень интересные данные. Я, честно говоря, даже не знал, что мы становимся насколько популярными. Вместе с тем хочу сказать, что есть у нас места уже сегодня, куда туристы уже хотят приехать. Тот же Аймикон, о котором я говорил, самая холодная точка на планете, где живет человек. Каждый год поступает несколько тысяч заявок просто от иностранцев, именно от иностранцев, на то, что мы хотим приехать, посетить. Да? А там еще есть теплые ключи, и вот представьте себе, минус 50, там бьет теплый ключ, и там купаются китайцы. Мне уже сообщили, что китайцы сезон открыли. Ну вот мы такой контент обожаем, экстремальный. Мы бы поехали, да? А расскажите, пожалуйста, про вообще секреты одежды. Что нужно надевать на себя вот обязательно, чтобы не замерзнуть? Ну, когда холодно, конечно же, надо в первую очередь заботиться о ногах. Вот самая теплая обувь, которая есть вообще, да, это унты. Вот. Я вот их всегда ношу, когда там минус 45, 50, там, самая лучшая обувь. Ну и, конечно, шапку тоже надо, ушанку, хорошую, меховую. Я вчера прокатился здесь на связанной шапочке просто, меня сразу же продуло. Нужно новую покупать, как у вас срочно. У вас шапочка была неправильная. Для питерцев она связана, Да, для нашей погоды. Это не то. Лиза Витальевна, ну, у меня вот еще в завершение такой вопрос. В Якутию вернетесь? Да, Обязательно. Ну, вы вот в районе Якутска только были. по Ну большому да, счету, да. так, а Якутия — это 3 миллиона квадратных километров. Из них на 20% этой территории никогда не ступала нога человека еще. Надо это ступить, да? это точно. Мне очень интересно съездить куда-нибудь в экспедиции. Мы любим вот такие вот какие-то активные путешествия. Да. Ну, приедем. летом с тобой будет проще приехать. Сейчас для нас это было испытание, потому что мы 10 лет не видели снега. Это Есть первый снег. поговорка, чтобы полюбить Якутию, надо приехать в нее летом, а чтобы понять, приехать зимой. Так что вы ее уже поняли. Осталось полюбить? Осталось полюбить, приезжайте летом. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Зимняя подледная рыбалка мунха – это традиционный вид заготовки рыбы у якутов. Надо понимать, что здесь в таких суровых условиях у нас круглогодичной там добычи всего и вся не бывает. Наличие таких запасов, оно всегда позволяло людям жить. И в годы войны, например, когда здесь у нас был страшный голод, то именно вот как раз за счет карася многие села с селами выжили. Поэтому карася в нашем народе очень уважают. Когда льдом покрываются озера, невод опускается под лед, и делаются проруби, как вы сегодня видели, так, и вдоль этих прорубей эта сеть невод протаскивается специальными жердями, утумах, называется так вот, она вот. И за один раз можно вытащить там несколько тонн рыбы. Мы сегодня в целом относительно такой нормальную мунха вытащили. Вот эта рыбалка, она помогала народу Саха выживать в очень суровых условиях, холодных морозов, резко такого климата. Я в первый раз в Якутии.
И я очень счастлива, что мне удалось побывать на таком грандиозном событии. И рыба в Якутии по сравнению с Кореей просто огромная. Один из самых запоминающихся опытов в путешествиях, конечно же, гастрономический. Якутская кухня простая, традиционно сложившаяся из условий проживания. И совсем не нужно идти добывать рыбу или забивать жеребенка, чтобы насладиться традиционными блюдами. Шеф-повар Павел Габышев с радостью приготовит вместе с вами традиционное блюдо в современной интерпретации. Мне даже жалко сейчас это есть. Посмотри, как красиво. Я съела всю тарелку, это очень вкусно. Ням-ням. Ну, Вкусно. Богдан Булычев, автор видеоблога про путешествия, журналист, член Русского географического общества, объехал полмира вместе с семьей на автомобиле, исколесил русскую Арктику, был в Якутии 3 раза. Насколько я сейчас слышал, ты собрался дать старт своему новому проекту именно в Якутии. Что это за проект и почему именно мы? Это международный проект на 2 года. У нас запланировано, за 2 года мы делаем 12 мировых рекордов. Мы стартуем из Якутска, едем по зимникам до Чукотки, доезжаем до Елена, и оттуда даем официальный старт. И регистрируем сам рекорд. Рекорд заключается в следующем, что пересечение всего Евразийского континента от самой восточной точки до самой западной точки. Соответственно, мы проедем 24 региона России, 10 стран Европы и финишируем в Португалии, в Лиссабоне, на мысе Рока. Это в этот год. На следующий год у нас запланирован проект, и мы планируем доехать до мыса Челюскино. На этом мысе была 2 раза только наша команда. На автомобилях больше туда никто не доезжал. И с мыса Челюскино через 5 регионов России и через страны, у нас там Китай, Малайзия, уезжаем в Малайзию на мыс Пиай, то есть с самого севера на самый юг. Никто никогда не соединял эти точки. Поэтому мы будем первыми. И я, забегая вперед, скажу вам, что не исключено, что 2-й год мы начнем тоже с вас, потому что мы проехали, наверное, большую часть ваших зимников, за исключением как раз вот в сторону Юрон-Хаи. Достойный маршрут. Я сам много раз на Юрон-Хаи ездил. Могу сказать, что если говорить о зимниках, это, наверное, лучший из наших зимников. Я вам так могу сказать. У вас количество зимних дорог самое большое в мире. 12 тысяч почти. Все правильно, да. Вы знаете это лучше, чем я. Приезжаешь туда летом, там течет бурная горная река, а зимой это просто хайвей. То есть местами, безусловно, это качкарник, но я признаюсь честно, все-таки там нет сотрудников ГАИ, и по зимнику, когда мы ехали по Колыме, скорость доходила до 160 км в час. Можем даже рекорды скорости переносить сюда, в низовье Колымы. Вот, Богдан, ты сам сказал, ты уже неоднократно у нас здесь был в самых таких, знаешь, экстремальных точках Якутии, да, самого по себе одного из самых экстремальных регионов мира. У нас инфраструктура улучшается или нам на чем-то надо все-таки серьезный акцент сделать на последующие годы? Если говорить о глобале, то самое главное — это все-таки мост. То, за что вы боретесь, и то, за что, надеюсь, получится реализовать. Потому что это действительно очень важная вещь. Любой путешественник, который едет здесь, у него есть возможность переехать, собственно, в Якутск. И проблема-то какая? Стоимость парома туда и обратно равняется стоимости доезда до Магадана. Бюджет-то получается уже другой. Второй вопрос — сезонность. Когда люди проезжают, а переправа закрыта, или еще лед не встал, или наоборот идет ледоход, тоже не могут заехать. Это что касаемо главной инфраструктуры. Но если сравнивать с 2015 годом, когда мы приехали сюда, и было там порядка 3-5, вот скажем так, генеральных гостиниц, или когда ты приезжаешь сейчас, и количество гостиниц с хорошим сервисом, оно просто вот на уровень выше. Вот вам и ответ. Не хватает еще именно инфраструктуры по самой трассе Колыма. То есть там есть вот длинные пробеги с заправками. Да. Вот. Это единственный минус, который нужно доделать. Все остальное, кафе есть, сервис есть, обслуживание туристов есть, иностранный турист растет. Самое главное, теперь российский турист смотрит сюда, в эту сторону. У вас есть самое основное — мороз. Это ваш главный плюс. Это бренд.
Вокруг него должен быть построен весь сервис. Да, ну вот как опытнейший путешественник, тем людям, которые впервые собрались в Якутию, что бы ты посоветовал? Прежде всего, тепло одеваться. Это самое главное, потому что сибиряк не тот, кто родился в Сибири, а сибиряк тот, кто тепло одевается. Благо, что сейчас есть хорошие там все технологии современные. Ну и второе, просто получать удовольствие. У вас все для этого есть. Плюс сейчас, если вы знаете, из-за смещения магнитного полюса, северное сияние возвращается в эти широты. Сейчас на Колымской трассе даже в августе можно встретить северное сияние. Точно. И опять вопрос к этому. Есть очень хороший опыт финнов. Они строят купольные отели, когда видно северное сияние, когда видно звездное небо, несколько купольных домов, легко возводимые, легко отапливаемые. Но с таким видом вот опять будет интересно. Все остальное здесь уже есть. Ну и теплую одежду не забывай. Это самое главное. А то иногда прилетают туристы, которых мы спасаем. Богдан, а вот все-таки, как ты думаешь, мы в целом как страна северная, в последующем сможем сделать вот этот северный туризм на уровне других стран и стать конкурентами там той же Норвегии, там, Канады? Тут вопрос какой. Если мы говорим про внутренний туризм, про российский, то на условиях тех же самых дотаций, которые сейчас проводит наше государство, в принципе, билеты стали уже дешевыми. А если говорить, опять же, про внутренний туризм, у нас есть один основной плюс – это природа. Если сейчас мы к природе добавим инфраструктуру, то все пойдет. Человек как? Нужна упаковка. Мы говорим про Норвегию, про нереально крутую упаковку. Просто вот во всех видах. То есть такое ощущение, как будто на всю Норвегию наложили один из самых крутых фильтров. Ну, как в Инстаграме. Если такой же пиар применить относительно наших регионов, то мы точно ничем не будем уступать. Замечательно. Ну, тогда получается, Богдан, с нашей стороны инфраструктура, а со стороны туристов теплая одежда и хорошее настроение. А с нашей стороны как можно больше рассказывать интересного про этот регион. Спасибо. Спасибо. Идея организовывать туры в Якутию показалась мне очень интересной. Я сам убедился в туристическом потенциале региона, успел наладить контакты с местными представителями и завязать партнерские отношения. Теперь буду работать над созданием туров для иностранцев в Якутию. Якутия по праву занимает позицию лидера по отрицательным температурам среди других природных зон. Более 40% территории республики находятся за Северным полярным кругом. И именно в Якутии 1 декабря начинается российская зима с грандиозного фестиваля, на котором собрано все самое интересное из разных уголков Якутии и не только. Я сам этнограф. Моя научная тема – это малочисленные народы России, особенно севера и Дальнего Востока. В том числе мы очень хотели показать полюс холода. Самое главное – это люди, конечно. Но все-таки вот такая природа зимняя. Даже мы не можем терпеть. Я была поражена, что люди живут в таких природных условиях. Их культура самобытна, и я искренне надеюсь, что она сохранится. Якутские морозы – это не наше проклятие, это наша гордость, это то, благодаря чему люди со всего мира будут приезжать к нам в гости. И мои сегодняшние гости Лиза, Виталий, Богдан еще больше расскажут миру о нашей удивительной республике, о нашей Якутии. Но я уверен в том, что о Якутии больше всего могут рассказать сами ее жители. Поэтому я призываю вас всех еще больше рассказывать о нашей Якутии всеми доступными способами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите в комментариях, кого бы вы еще хотели увидеть здесь у меня на YouTube-канале. И, конечно же, друзья, с наступающим Новым годом вас, добра вам, счастья и удачи. Ханга халунан, ханга жолунан.